собрал по важному вопросу. Как вы помните, каждый год мы принимаем в Лигу самых успешных школ школы с других планет и галактик. В этом году мы должны выбрать одну школу с планеты Земля. Я посмотрел множество анкет, и больше всего мне запомнилась Нарвская Солдиновская гимназия. А что думаете вы? Лично я полностью доверяю вашему выбору. Но позвольте вам напомнить, что у нас существует кодекс школы. Я напомню, каким качеством должна обладать школа успеха. Она должна быть магнетической и притягивать к себе с одинаковой силой и учеников, и их родителей, и учителей, и выпускников. Можем ли мы проверить эту школу быстро? Да, для такого случая у меня есть профессиональный инспектор. Инспектор Максимус, готовьтесь к вылету. Ясную и безлунную ночь небосвод усыпан звездами. Сколько же их! Одни сверкают, словно бриллианты, другие — подобно маленьким жемчужинкам. А порой видно, как сияющие огоньки стремительно летают к земле. Это звездопад учителей Нарвской Солдиновской гимназии. Добрый вечер, рады встрече, настроением обеспечим. Нам сегодня ровно 35. Всех, кто в гости к нам пришел, долетел, доплыл, дошел. Приглашаю с нами зажигать. Сегодня пятница, а завтра выходной. Сегодня празднуем мы, школа, праздник твой. И в этом зале собираю всех друзей, учеников, учителей. Сегодня звучат аплодисменты и глаза на счастливые моменты. Одноклассники друг другу помашите. Ну что сидите? Зацепила меня, зацепила тебя, зацепила всех нас, даже вам без прикрас. Зацепила людей, море наших детей. Будем дальше цеплять, отвечать, развивать. Не дадим поскучать. Лучше песни, лучше шутки, мы не видим ваши руки. Наша школа — это просто класс. Здесь учиться каждый раз, и талантов звездопад. Год за годом осыпает нас. Я в эту школу окунулся с головой. Я здесь недавно уже почувствовал свой. Тут нет границ, учителя все молодцы. И потому тут все свои. Наша школа без политики и сплетен. Уважают нас и взрослые, и дети. Узнавай на сайте и в газете. И в интернете. Зацепила меня, зацепила тебя, зацепила его, опустить не смогло. Ты дальше цеплять, удивлять, воздыхать, мы дадим вас скучать. Все, пора начинать!
Мне очень приятно, что всех собрало в этом зале такое прекрасное событие. 35-летний юбилей Солдиновской гимназии. Нам 35. Ни много и ни мало. Сотни событий, тысячи выпускников и путь длиной в 35 лет. Сегодня Солдиновская гимназия – это современная, разносторонняя, развивающаяся гимназия, коллектив, который насчитывает 108 человек. Школа носит звание ЮНЕСКО, продвигает здоровый образ жизни и представляет много учебных и внеклассных возможностей для развития каждого ученика. Успешно у нас работают классы языкового погружения, как английского, так и эстонского. Большое внимание уделяется работе с инфотехнологиями, работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Налажена у нас сеть партнеров как в Эстонии, так и за рубежом. Произведен ремонт многих школьных помещений. А в этом году здание получило, как вы знаете, новый фасад и была открыта футбольная площадка Солдина-Арена. А началась история гимназии 35 лет назад. Внимание на экран. Гимназии на тот момент школа номер 13 началась 26 июля 1984 года с закладки в фундамент первого камня. На нем была написана дата 26.07.1944 года, ведь именно в этот день, 40 лет назад, Нарва была освобождена от фашистской Германии. Вместе с камнем генерал армии Николай Григорьевич Лященко заложил капсулу с посланием для будущего поколения. Но это был только первый шаг. Впереди еще было много работы. Постепенно, день за днем, школа принимала тот вид, который должна была иметь. Но ни для кого не секрет, что строители не успевали сдать здание школы к намеченному сроку. Какие мысли волновали тогда История Солдинской гимназии на тот момент школы номер 13 началась 26 июля 1984 года с закладки в фундамент первого камня. На нем была написана дата 26.07.1944 года, ведь именно в этот день, 40 лет назад, Нарва была освобождена от фашистской Германии. Вместе с камнем генерал армии Николай Григорьевич Лященко заложил капсулу с посланием для будущего поколения. Но это был только первый шаг. Впереди еще было много работы. Постепенно, день за днем, школа принимала тот вид, который должна была иметь. Но ни для кого не секрет, что строители не успевали сдать здание школы к намеченному сроку. Какие мысли волновали тогда педагогов, можно узнать у каждого учителя, который проработал в нашей школе со дня ее основания. Комментарий учителя граждановедения и истории Котловой Татьяны Николаевны. В это время выполнялись внутренние отделочные работы, монтировали главную лестницу. Велись сварочные работы, все бегали, суетились. Стояли шум, пыль, даже не продохнуть было. Трудно было представить, что школа будет готова в срок к 1 сентября 1985 года. Учителя бегали по кабинетам, подбирали конструкции к мебели. В комплектах не хватало конструкций, гаек и всего прочего. Главное, приглашали родителей мужчин для сборки парт, столов, стульев. А сами в это время мы мыли кабинеты и приводили их в порядок. Время поджимало, строители делали все возможное. Работа во много раз ускорилась. Строительный мусор, который не успевали вывести, прятали под кафедры. Существует даже легенда, что первый директор Акимов Вячеслав Васильевич приказал выбросить весь строительный мусор в окно и потом засыпать землей. Так строилась Солдинская гимназия. Вот бы
Ну вот теперь я хотел бы на эту сцену пригласить официальных гостей, которые пришли поздравить нас и разделить нашу радость. И на сцену попросим председателя городского собрания города Нарвы и директора Краингольской гимназии Ирину Янович. Ирина, пожалуйста. Добрый день, мне приятно быть сегодня здесь, приятно быть с вами, приятно видеть полный зал. Ну, это считается полным, потому что у нас ковид. Юбилей школы – это теплый семейный праздник. Это уж я как директор школы точно знаю. На юбилей школы, на день рождения приходят всегда истинные друзья, те люди, которые переживают, которые болеют за школу, за успехи школы, за учителей, за учеников. Я хочу сказать, что 35, ваш возраст, это еще только расцвет. Вам еще жить и жить, развиваться, достигать успехов. И я говорю о том, что город вам в этом обязательно поможет. От депутатов Нарвского городского собрания, от фракции Кудрин-Нарва, от вашего представителя в попечительском совете города Владимира Павловича Межуя я поздравляю вас, директора, учителей, выпускников. Я уверена, что здесь в этом зале есть выпускники школы, учеников, всех, кто сегодня пришел, и вас с вашим шикарным юбилеем. Обычно в юбилей накрывается стол, и я надеюсь, что сегодня это у вас будет продолжение. И в качестве подарков от города, я надеюсь, вы все заметили, что в этом году, Роман уже сказал, был сделан фасад школы. Школа удивительно красивая. В этом году была построена спортивная арена, которой будут пользоваться ученики. Ну и в следующем году подарки не закончатся. Мы планируем, что в проекте бюджета будет стоять ваше перестроение гардероба. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное учителям. Это удивительный труд. Я сама учитель, я знаю, о чем я говорю. Вы очень красивые, очень талантливые. И успехов вам и сил в нашей работе. Я поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. И директору, и сладкий подарок коллективу. Спасибо. Спасибо еще раз, Ирина. Ну и теперь хочется пригласить на сцену специалиста в области образования отдела культуры города Нарвы, а также бывшего директора Солдиновской гимназии Ларису Дегель. Лариса, пожалуйста. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, дорогая Солдиновская гимназия. Для меня сегодня большая честь и огромная радость быть здесь, поздравить вас с юбилеем. Вы замечательная школа, у вас прекрасный коллектив, вы открыты всем возможностям, и вы постоянно развиваетесь. Ваш внутренний мир содержателен, и поэтому от нас небольшое дополнение. Ваш внешний облик Нарвская городская управа дарит вам флагшток. Сегодня вот такой небольшой символический сувенир, но я надеюсь, что в самом ближайшем будущем ваш двор украсит уже самый настоящий. На следующей неделе должны принести. Спасибо. Поздравляю вас с юбилеем, здоровья, успехов, долгих лет и всего самого доброго от всей души. Спасибо. И следующую ждем на сцену заведующую Нарвским детским садиком «Теремок» Елену Коновалову. Елена, пожалуйста.
уважаемые гости, добрый вечер, именинники. От всей души, от лица директора детского сада Тарыки и от представителей попечительского совета хочу поздравить вас с юбилеем. Дата у вас еще небольшая, но очень красивая. Хотим пожелать вам красивой и сладкой жизни, процветания, успехов, ну и, конечно же, в нашем тяжелом времени крепкого здоровья всем. Удачи! Спасибо, Елена. Спасибо.